Всем привет! 17-й выпуск ВУВНа подготовили журналисты, которым еще недавно было 17. Сегодня о главных новостях недели вам расскажут первокурсники. У нас прошли полгода практики, и мы подменяем старшекурсников на посту видеодозора. Меня зовут Анастасия Середа, и видеонаблюдение в университете начинается. Полным ходом идет подготовка к 7-му выпускному «Облака Лайв». 29 июня студенты из 17 учебных заведений соберутся на Стефановской площади. Что их ждет в этот день, узнали мои одногруппники. Дай мне собраться, с мыслью я не могу, ритмы пульсаций, я для тебя цвету. Уже 3 недели вокалисты репетируют сольные номера. Они оттачивают свой вокал и учатся взаимодействовать друг с другом на сцене. Мы готовим облака, как правило, за месяц, и это огромный пласт работы, который нужно переварить, и мы показываем какой-то классный готовый продукт. Ну и поэтому идти стоит не только на хедлайнера. Артисты разучивают хореографию с руководителем студии танца Boss Community, отрабатывают постановку пролога и финала концертной программы. В этом году цель сделать солистов прям целенаправленно танцующими, то есть чтобы они не только пели, как обычно, но и очень много танцевали. Вот, поэтому начали готовиться заранее, и, соответственно, очень большое внимание уделяем танцевальным элементам. Формат облаков традиционный. Утром шествие выпускников, торжественное открытие на Стефановской площади, приветствие учебных заведений. А вот самую массовую часть праздника, вечернюю программу, организаторы в этом году обещают сделать гораздо динамичнее. А как считаешь, что будет самым интересным? Выступление Тима Белорусских, ну и наше выступление, как же без этого, да? По традиции завершит выпускное выступление хедлайнера. В прошлом году звездным гостем облаков был певец Алексеев, а в этом им станет Тима Белорусский. Его песни знает каждый второй, их поют, они зажигательные, они способны зажечь публику на Стефановской площади. Виктория Денисова, Дарья Филитова специально для ВУВНа. Вчера в главном корпусе открыли выставку «Чтобы помнили», приуроченную к 22 июня, Дню памяти и скорби. Поисковый отряд поколения собрал экспозицию на основе своих экспедиций и объединенной базы данных о солдатах Великой Отечественной войны. Выставка посвящена памяти погибших студентов-красноармейцев, ушедших на фронт из КГПИ. Здесь у нас представлена информация о интернет-базах данных, где каждый желающий может найти информацию о своих родственниках, участвующих, погибших во время Великой Отечественной войны или пропавших без вести. Выставка проработает до 24 июля. Выпускникам СГУ придется платить 100 рублей за твердую обложку для своего диплома. Об этом в университете вышел соответствующий приказ. В предыдущие годы никто за обложку диплома не платил. Она была включенной в высшее образование опцией. Студенты как бы недоумевают. Когда моя группа узнала, что нужно скинуть 100 рублей за корочку, конечно же, они были удивлены, потому что почему мы должны это делать, почему мы платим, университет платит за какие-то мероприятия, за проведение мероприятий, но не может обеспечить студентов, выпускников корочками. Они удивлены, но в то же время скинули все и без вопросов. Как нам удалось выяснить, дирекция ИМИПа берет на себя все расходы за обложки дипломов. Администрация вуза не смогла прокомментировать сложившуюся ситуацию. Да, я очень расстроен, потому что, я повторюсь, я всегда расстраиваюсь, когда нужно за что-то скинуть денежку. Еще во втором выпуске ВУВНа наши коллеги проверяли свою популярность. Тогда второкурсники задали студентам вопрос, что такое ВУВН. В своей первой программе мы решили повторить этот челлендж и измерить узнаваемость ВУВНа полгода спустя. После первой передачи на вопрос, что такое ВУВН, могли ответить немногие студенты. ВУВН. Вовы? Похоже на название животного какого-нибудь. Музыкальный инструмент какой-то. Сейчас я повторю путь старшекурсников и объективно опрошу наших телезрителей. Или не телезрителей, или не наших. Опрос покажет. Вы знаете, что такое ВУВН? Нет. Нет. Без понятия. ВУВН? Не имею представления, уж извини. Какая-то штука, не знаю. Поселок? Не знаю. Как бы вы расшифровали эту аббревиатуру? World University... Что-то там, не знаю. Великий, волшебный, увлекательный...
насколько. Я читал, я слышал. В универе ведется видеонаблюдение. Внимание, в университете ведется видеонаблюдение. А вот этого я не знаю. Я знаю, что это получается передача о студенческой жизни. Университетский канал. Учебное телевидение, программа. Журналистки снимают мои любимые на ютубчик ролики. Классные. Посещаемость первой пары у студентов всегда хромала. Чтобы решить эту проблему, администрация СГУ предложила альтернативу – начинать занятия в 8:30. Уже провели онлайн-голосование среди студентов. Проголосовало порядка более 1000 человек. Это прям такое достижение. И результат, к сожалению или к счастью, тут будем уже смотреть, тоже отрицательный. 70% голосов, 70% ребят опрошенных выбрали вариант, который ныне действует, то есть с 8 утра учиться. Окончательное решение по расписанию примет ученый совет. У каждого студента-журналиста на одном плече сидит Леонид Парфенов, а на другом Дмитрий Киселев. Метафора. В нашей первой программе мы не могли не вспомнить, в каком качестве сейчас зритель вспоминает о телевидении. Наш ответ всему прайм-тайму отечественного ТВ представит штатный пропагандист Марина. Вопиющий факт цензуры остался незамеченным. Угнетение студенческой свободы и кем? Популярным пабликом, который изо дня в день позиционирует себя как борец за правду в университете. Но это не точно. Подслушано СГУ запретила публиковать объявления о продаже бытовой утвари, разрешив только рекламу холодильников. В общем, больше не публикуем объявления о продаже зеркала, шкафа, стола и так далее. Холодильники можно. Прямой запрет на свободу слова в России. Такой наглости мы еще не видели. Фу! Что это, если не кухонный расизм? Сколько печенек Госдепа стоит предательство студенчества? Вы скажете, в этом нет ничего предосудительного? Не думаю. Это же прямое разжигание протестов в студенческой среде. Подслушанное СГУ, верните продажу зеркал, отмените холодильник. И пока в паблике публикуют подлоги о руководстве вуза, пытаясь раскачать лодку, его админы непатриотично попирают студенческую свободу. А согласитесь, это можно делать и патриотично. Цензура, определенно цензура. Марина Ладанова, методичка Дмитрия Киселева, заветы Владимира Соловьева, специально для Вовна о главном событии недели. Продолжим говорить про нашу профессию. Каждый год кафедра журналистики пополняется амбициозными студентами, жаждущими стать профессионалами своего дела. Это и про нас. На какие мысли наталкивает первый год учебы, расскажет вам моя коллега Юлия. 2018 год. Ты поступаешь на специальность журналистика. Слушаешь разговоры о блокчейне, лекции о типах редакций и о развитии социальных сетей как медиа. Смотришь свою новостную ленту, которую настраиваешь как журналист под новостные сообщения. И вдруг ее начинают заполнять лозунги. «Свободу Ивану Голунову», «Я, мы, Иван Голунов». И думаешь, что происходит? Почему задерживают журналиста? Что делают с моим коллегой? Я ведь тоже скоро буду журналистом. Читала ли я что-то у Голунова? Открываешь тексты Ивана? Да, читала, например, про ШИЭС. Еще тогда удивилась, почему журналисты из Москвы пишут о том, что у нас в лесу строят помойку, а республиканские телеканалы и издания не говорят об этом ни слова. А вот еще. Читаешь республиканское издание, где комментарии очевидцев из далеких уголков Коми часто подписаны просто «Заявил местный житель» или «Сказал очевидец». И мысли, не придумал ли автор сам этот комментарий? Тут уже разговор про стандарты и стандартики. Вспоминаешь, что в журналистике есть два разных мира. Местный, региональный, в который никто из моей группы, конечно, попасть не хотел бы. И большой, федеральный, в котором все хотели бы оказаться после учебы. Но если говорить честно, то все равно все работают на уровне местного. Но быть местным неплохо. Оно удобно, когда все вместе и на месте. Вот и форумы есть местные. Правда, почему-то на них главный спикер – губернатор. Это снова про стандарты и стандартики. Но мы тут подумали, двумя уровнями все не ограничивается. Есть же, наверное, и третий. Третий вариант, который мы сейчас создаем себе сами. Мир студенческой журналистики. Он для нас здесь и сейчас.
Да, он оторван от реальной журналистики, он немного игра, в которой мы учимся. Ведь в этом свободном университетском пространстве должно существовать и рождаться что-то новое. Поэтому мы, первокурсники, здесь, в новом выпуске ВУВНа. Сейчас я передаю слово Марии Пермяковой. Она закончит нашу программу и расскажет, как весело и продуктивно провести первые дни каникул. Сессия у всех вот-вот закончится. Вы уже определились, как проведете свои каникулы? Не хотите еще немного поучиться? Нет, не спешите выключать видео. Я не про лекции в универе, а про форумы и дискуссии на свежем воздухе. Заинтересовало? Тогда вам дорога в село Иб. Там с 1 по 6 июля пройдет образовательный форум «Молодежь Коми». В этом году он сменил прописку. Раньше его проводили рядом с Ухтой, в Крахале. Студентов ждут мастер-классы по предпринимательству, студенческим клубам, спорту и здоровому образу жизни. Не останутся без внимания и работающая молодежь, и молодые политики. Тем, кто прямо сейчас решил присоединиться, советуем поторопиться. Регистрация участников заканчивается сегодня. На форуме можно узнать что-то новое, пока ночуешь в палатке или поешь песню у костра. С 6 по 7 июля едем на образовательный пикник «Баркемп». Это такая интеллектуальная, свободная тусовка, где очень много молодежи и людей, которые не боятся делать что-то сами и про это рассказывать. Так описал Баркемп его организатор Павел Андреев. Баркемп – это крупнейшая дискуссионная площадка на свежем воздухе в Республике Коми. Там обсуждают важные гражданские и социальные темы. Единственное требование для участия – не забудьте взять с собой палатку, а от себя добавим – захватите перекусить, что-то от комаров и желание узнавать новое. Пикник же образовательный. Запомнили? Вот так, сразу после изнурительного семестра, или очень легкого, можно выехать на природу и использовать запал к постижению нового, разгоревшегося во время сессии. Вот и все. Это был заключительный выпуск первого сезона ВУВНа от первого курса. Вот так получилось. До новых встреч в следующем учебном году. И помните, в университете ведется видеонаблюдение.